На самом деле мы действительно очень рады, что наша школа теперь, несмотря на то, что находится на окраине, мы можем спокойно добираться. Сюда спокойно проезжает любой транспорт в любое время года. Учителя и дети не нарадуются. Теперь к их школе ведет обновленная дорога. Слякоть, грязь, пыль – все это осталось в прошлом. Улицу Пушкина протяженностью около 400 метров благоустроили в рамках программы формирования комфортной городской среды. До того, как было благоустройство этой дороги, в дождливую, особенно погоду, было просто невыносимо добираться не только обучающимся, но и нашим работникам, коллегам, особенно в слякоть. Как мы знаем, да, летом, возможно, это было бы чуть полегче, чем в те периоды, дождливое время, скажем так. Но и тем не менее, когда дорога неровная, вы сами, наверное, понимаете, что не так легко добираться и намного больше времени отнимает добираться до работы, когда не очень ровная дорога, скажем так. Жители сами выбрали этот участок как один из приоритетных и отдали свои голоса за преображение. Только в прошлом году, благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», удалось благоустроить 3 улицы в Карабулаке. Одна из них и градусовая, протяженностью 960 метров. Вместе с качественным дорожным полотном здесь появилось новое освещение и тротуар. Когда мы проезжали по этой улице, по этим ухабам, по этим горкам и так далее, естественно, здесь чувствуешь себя неуютно. И сама ситуация вот эта была аварийна, потому что для водителей и опасно для пешеходов. Естественно, вот сам процесс улучшения городской среды и изменения ее состояния привел к такому коэффициенту полезного действия после тех работ, которые проделаны. Теперь мы чувствуем действительно, это слово комфортно наполнено содержанием, хорошая дорога, асфальтированная. Много голосов за благоустройство было отдано и за улицу Зязикова. Здесь находится мечеть, и каждый раз людям сложно было сюда добираться, особенно на пятничную молитву. Протяженность благоустроенной территории по улице Зязикова у нас 370 метров и более 1000 квадратных метров парковочной зоны, организована парковочная зона к центральной соборной мечети города Карабулак. Также здесь была проведена работа по укладке тротуара для пешеходов с установкой уличного освещения. Также были установлены и лавочки для посетителей, для прихожан данной мечети. Благодаря поддержке федерального центра люди сами выбирают, какую территорию они хотят благоустроить. В Карабулаке в этом направлении работа проводится активно. В этом году также продолжаются перемены. Рейтинг голосования по тем объектам, которые благоустраивались в 2021-2022 годах, проводились в 2021 году. Сейчас у нас проводится рейтинг голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустраиваться в порядке релевантности, в порядке, какие места будут заниматься на 2024 и последующие годы. На сегодняшний день у нас на данный рейтинг голосования у нас включены 9 общественных территорий. Данные общественные территории уже будут, как я уже сказал, в 2024 и последующих годах. На этот год у нас тоже по результатам рейтинга голосования 2021 года проводится работа. Это у нас улица Заречная, улица Фрунзе и улица Промысловая. Там тоже аналогичные виды работ. По Промысловой, конечно, у нас нет восстановления дорожного полотна. Там идет у нас организация мест отдыха, установка урн, лавочек, уличное освещение и тротуар. Аналогичные работы и по другим объектам проводятся. Рейтинговое голосование продолжается. Какие территории благоустроить первостепенно, жители решают самостоятельно. Для этого достаточно проголосовать через приложение госуслуги или перейти в местную администрацию. Сделать это можно до конца мая. Зелимхан Калуев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.